Иммунизация признана одной из самых успешных и эффективных мер охраны здоровья. Сегодня, благодаря прививкам, человек может защититься от многих серьезных заболеваний. Понимает это и Мадина Дашхаклоева. На вакцинацию она пришла вместе с внучкой. Женщина старается выполнять все предписания врачей неукоснительно. Все время я водила своих детей. Всем делала прививки. Сейчас, конечно, мамаши бывает против, но аз настаивает, сайвнук шакул прививки, потому что я знаю, прививка никому не навредит. Плюс минус алкоголь. Да, очень опасная болезнь, чего уже не вылечишь. Чтобы этой болезни не было, надо обязательно сделать эту прививку. Я так думаю. Горькие на вкус розоватые капельки – это и есть вакцина, содержащая внутри себя ослабленный полиовирус. Впрочем, вакцинируют детей и инактивированные, но уже внутримышечно. Достаточно 6 доз для того, чтобы сформировался пожизненный иммунитет к полиомиелиту. В основном это идут 4 инактивированные вакцины. Начинаем вакцинировать детей с 3-месячного возраста. И последние 2 ревакцинации 18, 20 месяцев и 6 лет. Вот в 6-летнем возрасте заканчиваем вакцинацию. Чаще всего полиовирусом заражаются дети до 6 лет. Инфекция проникает в организм через пищеварительный тракт. Вирус способен сохраняться там до 4 месяцев. В большинстве случаев болезнь проходит бессимптомно. Боль в горле, высокая температура, быстрая утомляемость. Полиомиелит способен проявлять себя и таким образом. Температура повышается, может быть диарейный синдром, то есть кишечные какие-то расстройства. И потом через некоторое время ребенок не может встать на ногу, жалуется. Поражение, когда идет уже мышц. То есть, если ребенок будет поражен данной инфекцией, то приводит к инвалидизации. Это в лучшем случае, но может быть и летальный исход. Полиомиелит неизлечим. Его можно только предотвращать при помощи вакцинации, предупреждают врачи. А передается он от человека к человеку. Хотелось бы, чтобы родители осознанно относились и не отказывались. За всеми разъяснениями нужно обращаться к своим участковым врачам, медсестрам. В Роспотребнадзоре отмечают, что в стране продолжается реализация плана действий по поддержанию статуса страны, свободной от полиомиелита, утвержденного в 2022 году. Однако риск завести штамм вируса из других стран еще сохраняется. Поэтому так важно вовремя прививаться. Тамара Хашагульгова, Асхаб Белакиев, Новости 24.